Здравствуйте! В эфире «Настоящее время». С вами из студии в Вашингтоне Юлия Аппел. Сегодня в программе госсекретарь США встретился в Сочи с российским руководством, дипломатия и подарки. В Москве представлен последний доклад Немцова «Путин. Война» о присутствии российских войск в Донбассе. Последствия необъявленной войны, как проходит реабилитация участников боевых действий в Украине. Начинаем с новостей из Праги. Шахида. Спасибо, Юля. События дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. Не менее 220 российских солдат погибло в боях в Донбассе, говорится в докладе, который готовил российский оппозиционный политик Борис Немцов. После его убийства доклад «Путин. Война» завершили его соратники. Доклад составлен на основе открытых сведений, полученных Немцовым от родственников погибших. На презентации доклада побывал наш корреспондент Зинаида Бурская. Наша аудитория – это весь российский народ. Те люди, которые верят Путина, те люди, которые не поддерживают его, сторонники путинской политики. Мы хотим предложить обществу дискуссию. В общем-то, нельзя сказать, что в нем много каких-то новых фактов об участии российских военных в войне на востоке Украины, но это не отрицает, тем не менее, важности этого доклада. Потому что все прекрасно понимают, что в России издания, подобные этому, в ближайшие годы вряд ли появятся. Это не первый доклад Бориса Немцова, и это уже такой жанр доклада Бориса Немцова. Чем они хороши и важны, и интересны? Тем, что Немцов, собственно, готовя предыдущие доклады, собирал уже проверенную информацию, которая публиковалась в разных СМИ или собиралась какими-то экспертами, которым стоит доверять. И, в принципе, это такая качественная компиляция того, что уже как бы всем известно. Наиболее интересен доклад в той части, в которой описывает непосредственно участие российских военных, закрепляет факт их участия в военных действиях в Иловайске и под Дебальцево. Собственно говоря, авторы доклада говорили о том, что российские военные сыграли ключевую роль в военных успехах ДНР и ЛНР. Общий массив собранных публичных материалов, показаний, а также данные тех источников, с которыми начинал работать еще Борис Немцов, позволяют нам с полной уверенностью утверждать, что все ключевые успехи, военные успехи сепаратистов были обеспечены частями российской армии. Новые факты, которые изложены в докладе, касаются участия российских военных в операции под Дебальцево. Эта часть в докладе выглядит вот так вот. Она озаглавлена «Источники Бориса Немцова». Здесь же на странице мы видим записку, написанную его рукой. К нему обратились представители родственников тех военных, которые погибли под Дебальцево. По данным источников Немцова, их было примерно 70 человек. 17 человек проживали в городе Иваново, и их родственники пытались каким-то образом добиться от государства компенсаций. Только за первые 10 месяцев войны Россия понесла 53 миллиарда рублей ущерба, прямого ущерба от войны с Украиной. Это деньги, которые были потрачены на содержание наемников, это деньги, которые были потрачены на поддержку сепаратистов, это те деньги, которые были потрачены на эксплуатацию, ремонт и обслуживание техники, которую, собственно, сепаратисты используют. Несмотря на то, что большинство фактов, которые изложены в докладе, широко известны благодаря тому, что публиковались журналистами и правозащитниками, но, насколько мы знаем, официально российские власти до сих пор этого не признают. Вот есть такой термин, скорее, публицистический Гаага, да? Гааги, то есть суда международного по военным преступлениям на Украине, пока его нет, да, поэтому в этом смысле доклад нести некуда. А с точки зрения частных людей, которые тоже такая практика есть, я уверен, будет связана с этой войной, которые в одиночку идут, допустим, в ЕСПЧ, права которых были нарушены в течение этой войны, я думаю, как раз этот доклад поможет и им, потому что, ну, как бы, вот такая инструкция о том, куда стоит смотреть, чтобы найти доказательства. Генеральный штаб Украины не был готов к агрессии со стороны России. Об этом в эксклюзивном интервью нашей программе заявил заместитель начальника Генштаба страны генерал-полковник Валентин Федичев. С ним беседовал наш корреспондент Юлия Дрозд. В качестве третьей силы появились регулярные российские войска. Разведка их видела, и мы знали про переход
колонн российской бронетехники через участки границы, а мы тогда не контролировали, от 200 до 140 километров государственной границы. Но мы пребывали в плену иллюзий, что на прямой вооруженную атаку россияне не пойдут. Мы никогда не предполагали, что нашим врагом станет Российская Федерация. К этому времени мы полностью демилитаризировали восток Украины. Мы вывели с востока Украины фактически все войска. В это время в Сочи прибыл госсекретарь США Джон Керри. Юля, что об этом говорят в Вашингтоне? Спасибо, Шахида. Госсекретарь США Джон Керри встретился в Сочи с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Встреча американцев с российским президентом – событие нечастое, особенно после того, как Вашингтон бойкотировал парад, посвященный 70-летию Дня Победы в Москве. Представитель Госдепартамента Мари Харф заявила, что ряд вопросов необходимо было обсудить напрямую с Путиным. Я не знаю, чего ожидать от россиян, но госсекретарь Керри и его команда давно обдумывают варианты возвращения к дипломатическому процессу по типу женевского сценария, который соберет за одним столом стороны, и мы сможем достичь прогресса на пути к передаче власти в Сирии. Это, безусловно, станет одной из главных тем обсуждения. Я бы не стала загадывать заранее, как это может выглядеть, но, учитывая нынешнюю ситуацию, мы убеждены в необходимости вернуться к политическому диалогу. С американской стороны в переговорах также приняли участие посол США в России Джон Тефт и заместитель госсекретаря Венди Шерман, который отвечает за переговоры с Ираном. Представитель Госдепартамента Мари Харф упомянула на брифинге близость конечной даты для подписания окончательного соглашения с Тегераном по ограничению ядерной программы и важность обсуждения этого вопроса с Россией, которая разделяет позицию США. По словам Харф, кризис в Украине также на повестке дня встречи. Также, учитывая то, что происходит в Украине, продолжение нарушений Минских соглашений, продолжение агрессии российских сепаратистских сил – это все вопросы, которые имело смысл обсудить сейчас. Перед встречей Керри и Лавров возложили венки к мемориальному комплексу в Сочи. В социальных сетях тем временем обсуждается обмен подарками. Роман Карапчан пишет из Киева. Пока в Сочи Лавров дарит Керри корзинки с картошкой и футболку с символикой победы, Грузия с США проведут двухнедельные военные учения. И Егор Калабин. Лавров подарил Керри картошку, помидоры и футболку. Тот ответил сборником лживых цитат из российских СМИ. Керри ведет, по-моему. Выводами о встрече в Сочи госсекретарь Керри намерен поделиться с главой МИДа Украины Павлом Климкиным. С ним он встретится на этой неделе в Анталии на полях саммита министров иностранных дел стран НАТО. При этом на брифинге для журналистов представитель американской администрации заявил, что у США нет на данном этапе планов о предоставлении Украине летальной помощи. Комментарий Аннет Хойзер, исполнительного директора Центра Бертельсмана в Вашингтоне. До сегодняшнего дня ни Европа, ни США не впечатлены усилиями России серьезно отнестись к своим обязательствам в рамках Минских соглашений. Что, на мой взгляд, особенно интересно, это то, как партнеры на Западе делят тяжесть этой ноши. В том, что касается необходимости убедить Кремль выполнить обязательства по Минским договоренностям. С одной стороны, США стремятся поддерживать максимальное давление на Кремль и президента Путина, а с другой стороны, Берлин и канцлер Германии Меркель все еще пытаются вести переговоры и убеждать российского лидера. В какой-то мере это достаточно хорошая модель – сдерживать Москву с одной стороны, но поддерживать связь, оставляя каналы взаимодействия открытыми с другой. Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от участия в Параде Победы в Москве, однако все же встретилась с российской столицей с Владимиром Путиным и на совместной пресс-конференции крайне жестко высказалась по поводу политики, которую российское руководство проводит в отношении Украины. Меркель также резко оценила причину похолодания российско-германских отношений. Ее цитата: «Из-за преступной и противоречащей международному праву аннексии Крыма и боевых действий в Восточной Украине наше сотрудничество значительно сократилось, поскольку в этих действиях мы видим подрыв основ общеевропейского миропорядка». Конец цитаты. Генеральный секретарь ООН проинформировал президента Украины Петра Порошенко о результатах визита в Москву. Пан Ги Мун сообщил, что он намерен продолжать консультации с членами Совета Безопасности о возможности размещения миротворческой миссии в Украине.
Следует отметить, что в заявлении ООН используется намеренно расплывчатая формулировка и неясно, о какого рода миссии идет речь. Помимо этого, утверждение подобной миссии невозможно без согласия России, постоянного члена Совета Безопасности ООН. И тему Украины продолжают наши коллеги в Праге. Шахида. Спасибо, Юля. По данным Генштаба Минобороны Украины, за время проведения антитеррористической операции на востоке страны погибли более 1000 военнослужащих, более 6000 ранены. Как проходит реабилитацию участники боевых действий, выясняла корреспондент «Настоящего времени» Юлия Дрозд. Потерянный глаз, защемленный лицевой нерв и контузия. Такова цена обороны Донецкого аэропорта для Максима. Был взрыв. Не было подмоги, эвакуации. Потом уже меня вывезли в Пески. Дальше я сюда в госпиталь попал. Полное восстановление здоровья бойца – процесс длительный и дорогостоящий. Государство выделяет деньги на протезирование для инвалидов войны и участников боевых действий. Но часто на пути выздоровления бойцов стоят бюрократические преграды. То есть выплаты, которые предусмотрены, они начисляются в зависимости от разных групп инвалидности. Там, соответственно, 1-я, 2-я, 3-я. Но чтобы их оформить, также есть своя схема, которую часто самому бойцу сделать довольно сложно. Просто в момент, когда они возвращаются, находятся в госпиталях, честно, нам просто ребята говорят, что им совсем не до документов, не до того, чтобы где-то ходить, разбираться, выяснять. Более полусотни человек уже обеспечены протезами. И еще почти 200, как и Максим, нуждаются в таком лечении. По словам врачей, особое внимание нужно уделять психологической реабилитации солдат. Однако и здесь возникает ряд сложностей. У нас на лечение одного пациента выдается 10 гривен в день на питание и 6 гривен на лекарства. Это 8-я часть от необходимой суммы. Психологи у нас работают на волонтерской основе. Но так не может быть постоянно. Люди тоже постепенно выгорают. Лечением военнослужащих ВСУ опекается Минобороны Украины. В ведомстве уверяют, что делают все возможное. Организовывают лечение за границей, создают программы социальной адаптации. Система реабилитации, она только создается. В нашей стране нет ни одного реабилитационного, медицинского или социального заведения. Ни одного. Вот до сего момента его создаем с нуля. По словам чиновников, несмотря на помощь иностранных партнеров, создание системы центров реабилитации может занять несколько лет. Юлия Дрозд, «Настоящее время». В Петербурге, в доме, где расположен музей-квартира Блока, появился еще один – музей Новороссии. Что может связывать северную столицу России с военными действиями в Донбассе? И как сами петербуржцы реагируют на подобную инициативу? Об этом в репортаже Ксении Аблец. Если следовать официальной позиции Кремля, то музей Новороссии к Петербургу не имеет никакого отношения. Но открылся он именно в этом городе. Как пояснил нам его создатель Герман Владимиров, главная цель проекта – появление дискуссионной площадки, участники которой смогут искать решение выхода на мирный путь. Жести и так хватит. Все уже. То есть слишком много крови пролилось. Ни одна сторона не хочет воевать. Противники данного проекта считают идею несвоевременной, так как крайне сложно представить реальную картину событий, учитывая, что боевые действия в Украине продолжаются. Да и говорить в России правдиво еще не готовы. К сожалению, вся проблема, связанная с этой ситуацией, у нас заключается в том, что идет постоянная тотальная ложь. И черное называют белым совершенно открыто. Сам факт такого музея есть уже косвенное признание того, что это война России. Мать погибшего в Украине петербуржца Владимира Карпушенко, рассказывая о причинах, побудивших сына уехать воевать в Донбасс, говорит, что политической подоплеки в данном решении не было. Он просто не смог остаться в стороне от событий. А создание музея Новороссии Валентина Владимировна и вовсе связывает с надеждой на мир в соседнем государстве. Для того, чтобы остановить эту войну, которая уносит жизни как героев Донбасса, так и с той стороны. Ведь огромное количество молодых людей, я молюсь за них, погибших, сгоняются насильно в армии. Больше года длящийся конфликт сломал уже немало судеб как украинских, так и российских жителей. Сколько на территории Украины россиян участвует в боевых действиях, можно только догадываться. Когда один человек, 2 человека, 10 человек туда отправляются, это частный случай. Когда это происходит тысячами с одобрения власти, это государственная политика, и это та война, в которой Россия участвует на Украине. Единственное, в чем сходятся создатели музея Новороссии и их оппоненты, простые люди устали от войны. Ксения Аблес, Виктор Резунков. «Настоящее время», Санкт-Петербург.
Экономический кризис и импортозамещение. На недавней прямой линии президент Владимир Путин почти 1,5 часа говорил о проблемах сельского хозяйства. Отказавшись от импортных продуктов, Москва пытается предложить гражданам отечественные аналоги. О том, удается ли российским производителям находить рынки сбыта в своей стране, наш корреспондент Андрей Королев. Сейчас, когда Россия объявила эмбарго на поставку товаров из-за рубежа и ищет пути к так называемому продуктовому импортозамещению, молочный бизнес братьев Кожевниковых мог бы стать ответом на политический вызов Кремля. Но парадокс – голландские коровы бьют все рекорды по надоям, а молоко продать невозможно. На сегодняшний день у меня в хранилище 45 тонн молока, я не знаю, куда ее деть. Покупателями могли бы стать жители соседних Москвы и Петербурга, однако крупные ритейлерские сети глухи к предложениям. Открывать собственные специализированные магазины невыгодно. Если магазин, надо за аренду платить, продавцу надо платить, за электричество надо платить, все, шик. Ваше же молоко не может стоить 100 с лишним рублей. Тем временем Кожевников залез в кредиты и построил целый молочный комплекс. Остались мелочи, но они-то и тормозят запуск полного цикла. Грянувший кризис заставляет отказываться и от европейского оборудования. Придется брать китайские. Китайские тоже бывают. Первого сорта и третьего сорта. Приспосабливаем ежа с ежом. Чем закончится его фермерская история, Николай Кожевников не знает, но не исключает, что уже к сентябрю, когда банки начнут требовать компенсации по кредитам, придется снимать дорогой пиджак и брать в руки лопату, чтобы молочное производство, в которое вложено более 250 000 рублей, не пошло с молотка. Андрей Королев, в настоящее время, Тверская область, Москва. Нашу передачу продолжат коллеги из Вашингтона. Юля, слово вам. У нас другие темы. В изучении космоса наступает второй машинный век. Так ученые окрестили наше время, когда скорость обработки и распространения компьютерных данных достигла высочайшего уровня. Это позволяет сделать любую информацию общедоступной, практически незамедлительной во всем мире. Эти технологии открывают и новые горизонты для изучения космоса, но в то же время вместе с ростом прогресса растет и угроза возникновения международного конфликта в безвоздушном пространстве. Тему продолжает Вадим Оленичев. Гарантированного доступа в космическое пространство у человечества по-прежнему нет. Мы все еще используем только один метод доставки людей и грузов на орбиту – космическими кораблями. На эти и другие проблемы указали эксперты, собравшиеся в CSIS – Вашингтонском центре стратегических и международных исследований. Ненадежность нынешних средств продемонстрировал инцидент с российским транспортным кораблем «Прогресс М-27М». После старта он не сумел выйти на орбиту, вновь оказался в плотных слоях атмосферы и упал где-то в Тихом океане. 3 тонны горючего, продовольствия и оборудования, предназначавшихся экипажу Международной космической станции, сгорели при падении или пошли на дно. Космос – это пока еще общее, уже довольно загруженное и не очень-то регулируемое пространство. Контроль в космосе, отмечают специалисты, также нужен, как нужен регулировщик на оживленном автомобильном перекрестке. Каждый раз, когда вы отправляетесь с Земли в космос, вы должны убедиться, что на вашем пути ничего не окажется. Логика здесь вполне простая. Надо, чтобы все страны обменивались между собой знаниями. Наверное, у каждой страны есть основания кое-что скрывать от других. Но надо понимать, что мы тут все в одной лодке. Я не должен вам докладывать обо всем, что делает мой космический спутник, но моя обязанность сделать так, чтобы он не врезался. Вот на этом взаимопонимании мы сейчас и фокусируемся. И Россия, проводящая реваншистскую политику по отношению к США, и экономически растущий Китай стремятся наращивать свое присутствие в космосе. Они могут использовать новые возможности как в мирных, так и в военных целях. Для США такие угрозы являются новыми. А вот космические средства, призванные их ликвидировать, были созданы 15 или даже 20 лет назад. Это противоречие необходимо срочно устранить, убеждены эксперты. Соединенные Штаты не могут себе позволить оставаться в космосе на вторых ролях. Одним из ответов Америки на эти вызовы могут стать космические спутники и прочие аппараты с искусственным интеллектом. Но тут возникает другая проблема. Создание новых и обновление уже запущенных проектов обходится в десятки и даже сотни миллиардов долларов. Как подтверждают специалисты в этой области, изучение внеземного пространства требует поистине космических затрат, денег и ресурсов. По этой причине в последние годы все больше средств на исследование космоса выделяется не правительствами государств, а частными крупными бизнесами. Администрация США не всегда бывает в состоянии убедить законодателей и общество в том, что такие расходы оправданы. Между тем, существование таких компаний, как Virgin Galactic, показывает, что большой бизнес уже взялся за освоение космоса, и частные проекты на орбите – лишь вопрос времени. Теперь особенно важно, кто станет тем самым регулировщиком, который будет следить, чтобы интересы космических держав не спровоцировали звездные войны. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. В настоящее время. Вашингтон.
Появится ли в экипировке американских солдат невидимый камуфляж? Этот вопрос активно обсуждается в интернете. Официальные источники пока не спешат делать заявления на эту тему. Алексей Березин с подробностями о том, как действует эта технология и зачем нужен плащ-невидимка. От навыков маскировки, как в дикой природе, так и в бою, зависит жизнь. На разработку камуфлированной формы для бойцов государство тратит немалые средства. Но, несмотря на самые разные дизайнерские решения, до недавнего времени форма, по своей сути, оставалась одинаковой. Цветная пятнистая ткань. Как это? Новая форма американской армии, которую начнут выдавать этой осенью. Однако, как утверждают ученые, в скором времени может появиться так называемая умная форма или адаптивный камуфляж, который сможет изменяться в зависимости от условий. При этом технологию можно применять не только на самой форме, но и маскировать военную технику. Камера анализирует окружающую среду, с которой надо слиться, а электронные панели генерируют соответствующие ситуации цвет. У этой технологии сразу нашлись критики, заявившие об уязвимости такого рода маскировки для инфракрасных камер. Но решение этой проблемы нашли в Университете Калифорнии. Идею позаимствовали у обитателей морских глубин – кальмаров. Разработка группы студентов под руководством Алена Гордецкого была представлена ранее в этом году на научной конференции Американского общества химиков в Денвере. Ученым удалось изолировать протеин, при помощи которого мимикрируют кальмары. При помощи бактерий студенты синтезируют этот протеин, который назвали рефлектин. Потом его наносят на поверхность специальной клейкой ленты, и маскировка готова. Такая лента может менять свой внешний вид под химическим или механическим воздействием. Самые тонкие слои будут иметь синий цвет, а более толстые – оранжевый. Рефлектин также может отражать и инфракрасные лучи, что крайне важно для тех, кто не хочет быть обнаруженным. В США в эти дни отмечают неделю женского здоровья. Важная составляющая здорового образа жизни – это, конечно, спорт и желательно на свежем воздухе. О занятиях йогой в парке в самом центре Вашингтона репортаж Ануш Аветисян и Дмитрия Шахова. Тысячи любителей йоги собрались на Национальном моле в центре Вашингтона. Они практикуют йогу по совершенно разным причинам – для здоровья, обретения спокойствия и силы, красоты или ради приятного времяпрепровождения с друзьями. Из увлечения небольшой группой энтузиастов эта традиция превратилась в массовый праздник. Практиковать йогу в такой необычной компании приезжают в Вашингтон жители многих штатов США. Этот мега-класс по йоге, который проводится в американской столице ежегодно, демонстрирует дружелюбный к духовным практикам Вашингтон. Увидев это, нельзя отрицать, что в Соединенных Штатах увлечение йогой стало массовым. Более 20 миллионов американцев практикуют йогу. Если в 2012 году в этом мероприятии участвовали 24 школ йоги Вашингтона, то в этом году число школ-участниц выросло до 70. Вашингтон превратился в одну из столиц американской йоги. Йога помогает мне обрести гармонию и спокойствие. Она заряжает меня энергией. Я начала заниматься йогой несколько месяцев назад. Однако несложно заметить, что в Америке йога – это женское занятие. Если на родине йоги, в Индии, это совокупность духовных, физических и психических практик основана мужчинами для мужчин, то большинству американских мужчин пока эти секреты достижения возвышенного духовного состояния неизвестны. Я думаю, что причина этого стереотипы. Мужчины годами считали, что гимнастика, пластика – это женское занятие. Я уже 35 лет работаю персональным тренером и замечаю, что с течением времени все больше мужчин начали осознавать, что йога способна развивать и физическую силу, к которой так стремятся мужчины. Мигель Ривера, телевизионный продюсер «Голоса Америки», узнал о пользе йоги 43 года назад, когда у него в 20-летнем возрасте был обнаружен рак. С тех пор йога стала неотъемлемой частью его жизни. Когда моя жизнь изменилась драматически, мне необходимо было, чтобы и мое мировоззрение изменилось. Только это могло помочь мне бороться с болезнью. Йога и медитация сделали меня сильнее не только физически, но и духовно. Я стал совершенно иначе смотреть на мир. Уже 19 лет Мигель каждый день во время обеденного перерыва преподает йогу своим сотрудникам. Тем самым, по его словам, он дарит людям час настоящей жизни.
1 час, когда можно почувствовать свое тело, услышать окружающий мир, жить настоящим моментом. Мы теряем много времени, думая о будущем. И может, причиной увлечением йогой у всех разные, инструкторы этого масштабного класса под открытым небом подчеркивают, что в любом случае занятия йогой приносят пользу и дарят совершенно новые ощущения. Ануша Витисян, Дмитрий Шахов. Настоящее время, Вашингтон. Американская поговорка гласит, что для одного человека мусор, для другого сокровище. Мы предлагаем вашему вниманию видеорепортаж о культурной программе в Сан-Франциско, которая претворяет эту поговорку в жизнь. Эти художники сегодня находятся в центре вторичной переработки компании Recology в рамках программы, начатой фирмой 25 лет назад. Мали получила стипендию, которая позволит ей 4 месяца работать над проектом, используя мусор Сан-Франциско. Ее работы дают новую жизнь пластиковым бутылкам, картонным упаковкам, тканям и другим материалам. В итоге у меня получится двигающаяся пневматическая скульптура, которую можно оживить с помощью людей. Это будет перформанс целой группы. По словам Ли, она научилась видеть в мусоре что-то полезное еще в детстве, в Китае в 80-х годах. Тогда Китай был намного беднее и грязнее, чем сегодня. Другой художник Сан-Франциско, Майкл Арсега, работает со старым деревом и кожаными ремнями, оказавшимися в мусорных контейнерах. Мой проект основан на псевдоантропологических изысканиях о народе Несерема. Арсега поясняет, что Насирема, произнесенное наоборот английское слово «American», американский, и его концепция документирует культуру безудержного потребления американцев. Арсега отмечает, что искать в мусоре материал для творчества не так уж легко. Приходится самому отделять полезное от подлинного мусора. В этой галерее в Лос-Анджелесе выставлены некоторые из работ проекта Сан-Франциско. Коллажи из упаковок, скульптуры из металлолома и старых пил, которые теперь стали деревьями. Любой мусор сможет стать материалом для художника, но в основном это дерево, металл и ткани. И, конечно, краска. У нас много художников. Художник Мали отмечает, что у ее работ есть послание. Все мы можем вместе каждый день делать что-то по-другому. Делать то, что позволит экономить ресурсы и беречь природу. Проект наглядно демонстрирует, как воображение способно трансформировать любой объект в произведение искусства. И напоследок, вчера вечером в Нью-Йорке на аукционе Кристис картина Пабло Пикассо «Алжирские женщины» версия О была продана за рекордные $179 миллионов. Она стала самым дорогим произведением искусства, когда-либо представленным на торгах. Предварительная оценка стоимости полотна составляла 140 миллионов. Надо отметить, что в 1956 году коллекционеры Виктор и Салли Ганс приобрели картину у самого художника за $212,5 тысяч. Кстати, на аукционе был поставлен еще один рекорд. Впервые на торгах были выставлены сразу 2 работы стоимостью свыше $120 миллионов. Второй стала скульптура Альберто Джакометти «Указующий человек». В итоге ее продали за $141 миллион. На этом наша программа подошла к концу. Заходите на наш сайт currenttime.tv, присоединяйтесь к нам в социальных сетях и до завтра. Шахида, спасибо. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.